Автономная некоммерческая организация «Абилитационный центр «Особый ребенок» празднует свое десятилетие. Организация была учреждена 2 апреля 2013 года по инициативе родителей, воспитывающих детей с аутизмом. Целью абилитационного центра «Особый ребенок» является содействие психологической и социальной адаптации детей с аутизмом и другими нарушениями психофизического развития, оказание помощи родителям и законным представителям по вопросам содержания, воспитания и обучения ребенка, формированию гармоничной личности. 2 апреля – это Всемирный день распространения информации об аутизме. Он был учрежден ООН, и специально к этой дате у нас проводятся различные мероприятия и день рождения нашего центра. И как раз 2 апреля мы отмечаем 10 лет нашему центру «Особый ребенок». Если в начале работы в 2013 году у нас где-то 48 семей занимались у нас в центре на постоянной основе, сейчас 68 на постоянной основе. То есть они как записались в сентябре и целый учебный год занимаются, ходят у нас к нам на занятия. Группы разных возрастов и еще индивидуальные занятия. Есть еще первичные консультации из улусов. Приезжают, получают консультацию, рекомендацию на полгода и уезжают к себе заниматься. А так у нас есть WhatsApp-чат. В этом чате у нас по республике состоят 284 семей. Но это еще не конечная цифра, потому что некоторые семьи не принимают диагноз. Родителям, у которых появился ребенок с нарушениями развития, часто не хватает знаний о его особенностях, возможностях реабилитации, правах и интеграции в обществе. В центре «Особый ребенок» родители могут получить психологическую и юридическую консультацию, обсудить с педагогами план занятий с ребенком дома. Мы вообще прочитали в газете про открытие центра «Особый ребенок» 10 лет назад. И как раз нашему ребенку поставили диагноз аутизм. И очень были рады узнать, что у нас в городе открывается. И ждали прямо открытия, пришли и сразу начали заниматься. Мы начали заниматься у логопеда. Потом мы перешли в группу «Растайка». Ходили, оставляла ребенка на 3 часа, с ним там занимались. Конечно, очень заметное развитие ребенка. Все равно он как-то социализируется, чему-то научился. И сейчас ему уже почти 13, он занимается в группе «Росток» 2 раза в неделю. Центр «Особый ребенок» нам дал очень большую поддержку, вообще психологическую. Мы познакомились с такими же родителями. И вообще это был такой переломный момент, когда мы вообще одни остались. Не было знакомых, у которых дети с инвалидностью, с аутизмом, мы вообще не знакомы были. И когда я пришла в «Особый ребенок», увидела, что не только мой ребенок болеет. Познакомилась с такими же мамочками, мы плотно общаемся, с тех самых пор знакомы, общаемся, плотно дружим, отмечаем все праздники вместе, встречаемся на мероприятиях, которые «Особый ребенок» проводит. И по жизни идем все вместе, друг друга поддерживая. О центре мы узнали от наших друзей, можно сказать. Туда пришли, сразу понравилось нам отношение, коммуникация, как они с детьми взаимодействуют. В целом нам все понравилось, и мы начали ходить в «Особый ребенок». А про «Растайку» мы также узнали от знакомых. Нам рассказали, что есть такой центр, где берут детей на непродолжительное, или продолжительное время, кому когда, на 3 часа, то есть с 10 до часу или во второй половине дня, с 2 до 5, по-моему. И в таком формате нам понравилось подход к детям, ко всем детям. Индивидуальный подход. Также здесь не просто они сидят, а также занимаются. Есть физическая культура, рисуют, делают поделки. Всесторонне, в общем, развиваются. То есть дети не сидят на месте.
Для детей в центре проходят консультации специалистов – дефектолога, логопеда, медицинского психолога. С 2017 года при центре действует группа кратковременного пребывания и студия «Вырастайка» для детей дошкольного возраста. Ребята школьного возраста дополнительно занимаются в студии «Росток». Старшая группа «Снегири» для подростков работает с 2013 года, ориентирована на социализацию и в будущем на сопровождаемое проживание. Так как наш центр не финансируется государством, мы всегда пишем гранты, всегда участвуем в конкурсах, привлекаем спонсоров для нашей уставной деятельности. Благодаря грантам мы закупили специальное оборудование для проведения занятий, открыли зал сенсорной интеграции, кабинет Монтессори, занимаются дети по программе Тимока, Мерсиба, это для дошколят. Открыли кабинет кулинарии и заключили соглашение со столярной мастерской, где занимаются наши ребята. Основные трудности в нашей работе – это отсутствие помещения, отсутствие собственного помещения. Оплата занимаемой нами площади всегда получается только через гранты. И в этом наша трудность, потому что мы не можем строить долгосрочные планы именно в этом помещении. Наша работа расширяется. У нас еще есть долгосрочные планы по детям плюс 18. И мы хотим, чтобы... Мы очень хотим, чтобы у нас было собственное помещение. Получить информацию или связаться с абилитационным центром «Особый ребенок» можно на официальном сайте детцентр-ekt.com или в колл-центре благотворительного фонда поддержки детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха-Якутия Харысхал по номеру 8 914 2 705 887.